Потомственный шаман Василий Доржу всегда проводит обряды у подножия горы Хайракан, потому что именно здесь он черпает силы. Хайракан – устарелое религиозное почтительное название божества, ангела-хранителя, духа и хозяина земли – медведя. В мифах тувинских шаманов медведь – это предок человека. Ему поклонялись, он являлся защитником охотников и приносил им удачу. Легенда гласит, что охотник непременно должен был совершить поклон, угостить его разной пищей. Никто в сторону медведя не должен был направлять ружьем, потому что он являлся владыкой страны. Из поколения в поколение передаются священно действующие изречения тувинского народного фольклора. «О Господи Хайракан, не отвернись от меня! Хайракан, помоги и выручи меня!» Нельзя нам разрушать эту землю. Мы должны в целости и сохранности передать наследие нашим потомкам. Предки наказывали нам, что нельзя беспокоить природу. Если ослушаемся, то будет беда, в том числе и тем, кто вмешается в природу. Гора Хайракан находится неподалеку от Шагонара в Улухемском районе. Ей преклонялись испокон веков. Сюда приезжают люди, чтобы найти силы, вылечиться от недугов. Старожилы говорят, что в пещере этой горы нашли останки монаха, который был основателем тувинского народа. Вот почему тувинцы так преклоняются перед Хайраканом. Нельзя трогать наше священное вот это место, сакральное место Хайракан. Даже все тувинцы, когда из испуга, для того, чтобы пожелать что-то детям издалека, где-то что-то, всегда мы говорим: «Эрше Хайракан, пощади нас, дай Бог силы нам, даже вот в христианстве, не дай Бог, а тут Эрше Хайракан, Эрше Хайракан». Это не случайно, вот наше звание в гору, это вот от души простого тувинца, испокон веков. Это было давным-давно и будет еще веками. Легенда гласит, что жила в этих краях шаманка с единственным сыном. Пошел он однажды на охоту, увидел дикого козла и припустил за ним. А козел завел юношу на самую вершину и так сиганул с него, что только копыта и мелькнули. Не смог юноша спуститься с этой вершины и разбился. Мать в отчаянии послала на гору проклятие. Ранее гора была покрыта лесами и кустарниками, и живность водилась. После проклятия все сгорело. И стоит сейчас гора голая, а под горой лежат останки. А известняк, который лежит под ним, это и есть проклятие, которое было похоронено под глыбами камней. И тот, кто тронет эту гору, тот навлечет на себя и на народ ненастье и горе. Нельзя так поступать, конечно. Это священная гора. Если потревожить землю, то будет плохо народу. На этом месте испокон веков поклонялись горе и молились о благополучии. Шаман Василий Доржу вызвал духа медведя, который будет защищать народ Тувы, чтобы зима прошла без осложнений, чтобы скот не пал, а осадков было мало. Этот ритуал он проводит каждый год. Также шаман признался, что ходят легенды, что великий Хайракан укажет, где родится великий шаман, который прославит Туву и Россию своими способностями. То, что гора Хайракан – священное место, в 1992 году указал и Далай-лама XIV, который осветил это место. Каждый сезон сюда приезжают сотни верующих, чтобы совершить ритуальный обход вокруг горы Харо. После этого многие рассказывали, что наконец-то родили ребенка, а дела пошли в гору. Некоторые вставали на ноги, хотя врачи ставили им неутешительные диагнозы. Вот такая она, эта священная гора, место силы и поклонения духам земли. Ее экосистема хрупка и находится под угрозой. И теперь нынешнему поколению предстоит заботиться о дальнейшей судьбе священного места, беречь ее природу и хранить верность традициям. Ника Мангуш, Култагина Шина, 8 канал, Тува.